Вы слушаете радио Крым Реалии. Я приветствую в этом эфире в нашей студии и всех наших слушателей, которые только-только к нашему эфиру присоединились. Я Елена Римовская, работаю для вас этим вечером. Напомню, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть. Заходите для этого на Facebook-страницу Крым Реалии или YouTube-канал Крым Реалии. Можете там оставлять свои вопросы и комментарии непосредственно под трансляциями. Кроме того, можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. А говорить сегодня будем вот о чем. Будет у нас такой небольшой анонсовый эфир. Дело в том, что на четверг, 21 мая, в 15:00 по нью-йоркскому времени или же в 22:00 по местному крымскому времени Россия планирует провести в Совете Безопасности ООН неформальную видеоконференцию с жителями аннексированного Крыма. Соответствующий анонс ранее озвучил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, таким образом члены Совбеза ООН смогут узнать, цитирую, реальные факты о жизни в Крыму. В последний раз тема Крыма поднималась в Совбезе ООН в марте этого года. Это было заседание по нарушению прав человека, о планах деоккупации Крыма. Мероприятие тогда организовали постоянные представительства Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании и США при ООН в партнерстве с постоянным представительством Украины при Организации Объединенных Наций. Тут можно отметить, что в этом полугодии Эстония представляет в Совете Безопасности ООН Восточную Европу. И вот в январе еще постоянный представитель Эстонии заявлял, что его страна будет держать вопросы Крыма и Донбасса на повестке дня Совбеза ООН. И вот теперь анонсирует такую акцию Россия со своей стороны. Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица заявил, что, вот, по его мнению, Москва решила организовать такое мероприятие после того, как столкнулась со шквалом международной критики в свой адрес за нарушение устава ООН, а также прав и свобод на аннексированном полуострове. Кислица напомнила о том, что была вот эта встреча в марте, неформальное заседание членов Совбеза ООН, и тогда Россию довольно-таки активно критиковали. В России слова Кислицы пока не комментировали, но можно тут еще упомянуть также, что сказал спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко. Он у себя в Фейсбуке написал, что вот попыткой так провести такое общение, да, с якобы представителями аннексированного Крыма Россия, цитирую, пытается создать альтернативную реальность и вот призывает с украинской стороны Россию исполнять все-таки резолюции ООН и решения международных судов и трибуналов. Олег Николенко выразил уверенность в том, что нынешняя видеоконференция никак не повлияет на санкционную политику Запада в отношении России. Будем говорить сегодня в нашем эфире, чего ожидать от этого мероприятия. Стало ли оно сюрпризом для украинской стороны? Пыталась ли украинская сторона как-то повлиять на проведение этого мероприятия? Ну и попытаемся выяснить, что же это будут все-таки за представители Крыма, о чем они будут говорить. Об этом, обо всем сегодня в нашем эфире. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. А к нам по телефону присоединяется глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат ага, добрый вечер. Добрый вечер. Как вы восприняли новость о такой видеоконференции? Каковы ваши ожидания? Вот что вы будете ли вы, во-первых, смотреть, и, во-вторых, как думаете, о чем будет идти речь? Но уже кто-то сказал в вашей передаче, или вы цитировали, действительно, Россия пытается найти любые формы для того, чтобы каким-то образом смягчить эту жесткую критику и действия санкционные, которые осуществляются со стороны международного сообщества. А российская делегация пыталась 6 марта, когда проводилось неформальное заседание Совета Безопасности в формате Арии с участием спикеров из Украины, Крыма, в том числе и я там выступал. Российская делегация пыталась тогда также настоять, чтобы были участники из оккупированного Крыма, но это было встречено с другими членами Совета Безопасности отрицательно. Теперь это и есть ответ России на вот то действие, которое очень успешно украинской стороной и нами было проведено в штаб-квартире ООН 6 марта.
нынешнее неформальное вот такое неформальное общение, оно будет проводиться виртуально. Из Крыма будут подключаться 4 спикера. Исадулла Баиров, заместитель так называемого муфтия в Крыму, Анастасия Грицина, которая представляется, что она презентует интересы украинского сообщества в оккупированном Крыму, Эрвин Мусаев, который до недавнего времени работал главным редактором созданного оккупационной властью телеканала «Миллет». И, если не ошибаюсь, Макар Александр, возможно, один из журналистов Крым-24. И, кстати, на днях YouTube закрыл этот канал у себя на ресурсе. Но понятно, что мы ожидаем. Эти люди известны своими высказываниями, они могут говорить и транслировать лишь то, что им предписано российской оккупационной властью. Это, знаете, все равно, что послать на какую-то правозащитную конференцию людей, которые не только сидят в тюрьме, но в этой тюрьме они прислуживают надзирателям. Российские оккупационные власти отобрали 4 человека, которые будут транслировать лишь то, что им предписано оккупантами. Рифат Ага, я вас попрошу оставаться с нами на линии. Подсказывает мне редактор, что у нас есть слушатель. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда, ваш вопрос или реплика по теме. Здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемый гость. Во-первых, здравия вам и спасибо за все, что вы делаете. Это Александр из соседней России. А у меня вот такой к уважаемому гостю вопрос. Будет ли Меджлис как-то действовать противовес нашим негодяям? И будет ли вообще обращаться и в ООН, и в другие какие-то органы по поводу того, что наши негодяи специально используют, чтобы создать впечатление по поводу Донбасса и Крыма, что типа все хорошо и во всем виновата Украина, на которую уже напала наши негодяи. Вот какие действия будут? А вам удачи и здоровья. Поняла ваш вопрос. Спасибо, что нам позвонили. Напомню, что с нами на прямой телефонной связи глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат Ага, если вам что ответить нашему слушателю, я, если позволите, сразу продолжу этот вопрос. Вот привлекала ли украинская сторона как-то Меджлис к тому, чтобы сегодня представить должным образом свою позицию на этой неофициальной встрече? Давайте я вам пока до того, как состоится это мероприятие, инициируемое Россией, страной-оккупантом, немножко отвечу общо. Разумеется, о том, что такая провокация готовится, мы знали, в общем-то, достаточно заранее. Разумеется, мы вступали в взаимодействие со многими партнерами Украины, как Меджлис крымско-татарского народа. Я думаю, что в ходе сегодняшнего вот такого сегодняшней видеоконференции мы увидим результаты, разумеется, и результаты деятельности украинской дипломатии, и, надеюсь, в какой-то мере, в общем-то, усилия Меджлиса крымско-татарского народа. Нам не стоит дополнительно куда-то обращаться по результатам этой видеоконференции, поскольку, собственно, в Организации Объединенных Наций непосредственно Генеральной Ассамблеей приняты уже, если я не ошибаюсь, 6 резолюций, которые имеют непосредственно отношение к правам человека в оккупированном Крыму, а также к вопросу милитаризации Крыма Российской Федерации страной-оккупантом. В этих резолюциях очень четко сказано о том, что Россия является оккупирующей державой и продолжает попытки аннексии Крыма. Сегодня есть решение Международного суда ООН от апреля 2017 года, которое предписывает России немедленно отменить запрет на деятельность Меджлиса крымско-татарского народа и разрешить свободный въезд и выезд руководителям, членам Меджлиса в Крым. Россия не выполняет эти решения,
в том числе решения, собственно, Генеральной Ассамблеи ООН. И для того, чтобы прикрыть собственное игнорирование этих решений, она и занимается подобного рода провокацией. Буквально последний к вам такой вопрос, Рифат Ага. Ну вот как вы считаете, может ли в принципе услышанное, да, в рамках такой видеоконференции повлиять на позицию стран-членов Совета Безопасности ООН по крымскому вопросу? Еще раз, что может быть? Может ли то, что будет озвучено вот названными вами представителями, да, нынешних вот таких крымских реалий, вы озвучили фамилии, там есть и Анастасия Гричина, Александр Макарий, вот может ли то, что они расскажут в рамках этой конференции, как-то существенно изменить позицию стран-участниц Совета Безопасности ООН? Слушайте, эти 4 человека напрямую прислуживают оккупантам. Они от них полностью зависят. И любой шаг влево или вправо им грозит наказанием от их хозяев. Соответственно, все, кто будет участвовать в этом неформальном мероприятии, все участники, они прекрасно осознают, что эти люди не имеют собственной воли для того, чтобы говорить объективные вещи. Они будут лишь транслировать то, что им предписано, но при этом мы можем говорить о том, я надеюсь, что мы сегодня услышим очень много. Я вчера специально делал по этому вопросу такой стрим на крымско-татарском языке для тех, кто живет в Крыму, и говорил о том, что я вас призываю посмотреть, если найдете ресурсы, где это будет транслироваться, и вы еще раз увидите сами, как Российская Федерация будет получать очень звонкие оплеухи и пощечины. И увидите вы, что никто из участников, которые будут принимать участие в дискуссии, абсолютно не поддержит российскую сторону, которая созывает это неформальное мероприятие. И более того, я очень хотел бы, чтобы участники вспомнили о том, что наиболее объективным источником реальной ситуации в Крыму могут быть лишь специальные миссии, в том числе и мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, которую Российская Федерация не допускает на оккупированную ею территорию Крыма. Или же специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая также обладает мандатом посещать все любые регионы Украины, но российские оккупанты ее не пускают в Крым. Поэтому, если будь кто на международном уровне действительно, если жаждет объективной информации, то эта объективная информация, она прежде всего может предоставляться теми мониторинговыми миссиями, которые создаются наиболее объединяющими международное сообщество международными организациями ООН, ОБСЕ, Совет Европы. Спасибо большое. Поняла вас. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, был на связи с радио Крым Реалии. Напомню, говорим сегодня о том, что на сегодняшний вечер, да, если смотреть по крымскому времени, на 22:00 Россия анонсировала проведение в Совете Безопасности ООН неформальной видеоконференции с жителями аннексированного Крыма. Озвучил уже Рифат Чубаров фамилии, которые действительно появились, в частности, на сайте РИА Новости. Там рассказали, что будет 4 участника из Крыма. Это ведущий канала «Крым-24» Александр Макарий, российский депутат Бахчисарайского горсовета Равин Мусаев, заместитель главы пророссийского духовного управления мусульман Крыма Эсадуллах Баиров и глава так называемой украинской общины Крыма Анастасия Гричина. Эта информация появилась буквально во время эфира. Мы не знаем позицию этих людей, да, относительно и того, что сказал Рифат Чубаров. Они могут ответить на эти заявления, как минимум услышим их в рамках непосредственно видеоконференции. Мы решили привлечь к разговору нашему сегодняшнему, в том числе и Брюссель, европейскую столицу. С нами на связи непосредственно из Брюсселя Григорий Жигалов, корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» в Брюсселе. Григорий, приветствую тебя. Добрый вечер, день, я не знаю, который час в Киеве, вечером, наверное, да? Да, расскажи, пожалуйста, как в Брюсселе восприняли информацию о такой видеоконференции, инициированной Россией, и планируют ли принимать участие непосредственно представители стран Европейского Союза в этом мероприятии?
Ну, в Брюсселе сегодня официальный выходной, поэтому мы вот достаточно долгое время пытаемся получить некую официальную реакцию. Видимо, придется еще ее подождать. Ну и нужно дождаться, когда начнется само событие, чтобы уже вот по итогам смотреть, кто из стран примет приглашение на эту неформальную встречу, на каком она будет уровне, на каком уровне будет проходить вот это участие. Пока мы можем говорить лишь о том, что нам известно из наших источников. И вот ситуация выглядит так, что, повторю еще раз, это информация от источников Радио Свобода в дипломатических кругах. 19 из 27 стран ЕС могут на том или ином уровне принять участие в этом мероприятии. Возможно, также будут делегаты от представительства ЕС при ООН. Повторюсь еще раз, что в Брюсселе сегодня выходной, и реакция от евроинституций приходится ждать дольше обычного. Но если некоторые страны Евросоюза все-таки примут участие в этом неформальном событии, которое на самом деле, я думаю, что вряд ли стоит говорить, что это некое событие при Совете Безопасности ООН, да, его организовывает российское представительство при ООН, ну, я чуть позже об этом скажу, но вот если некоторые страны Евросоюза все-таки примут участие в этом мероприятии, то это будет означать нарушение собственных внутренних протоколов, поскольку собственно говоря, я сейчас открываю эти протоколы, эти guidelines, да, и вот пункт номер 6, да, отсутствие официальных контактов с де-факто властью в Крыму и Севастополе без согласия представителей правительства Украины. Ну вот еще раз, тут надо добавить, что это мероприятие, его организовывает представительство России при ООН, и оно пройдет по формуле АРИ, то есть это не просто неформальная встреча, она вообще не считается мероприятием Совета Безопасности, она применяется в первую очередь для обмена мнениями. Ну и да, действительно, вы правы, нужно дождаться 15:00 по нью-йоркскому времени, чтобы посмотреть, кто именно из дипломатов, на каком уровне, какие страны будут присутствовать. И, действительно, очень интересно также посмотреть на то, как они будут себя вести, как они будут комментировать, будут ли они высказываться достаточно резко или просто будут слушать, потому что, я все-таки есть такое понимание, что здесь в Брюсселе очень хорошо понимают, что происходит в Крыму и кто эти будут 4 представителей. Абсолютно верно вы сказали, вы назвали эти фамилии, потому что вот я сейчас также открыл приглашение, которое рассылало постоянное представительство России при ООН, и там, да, эти фамилии указаны. Я просто заметила вот такую реакцию в соцсетях. Кто-то выдает сам факт проведения такой видеоконференции уже за зраду, да, используя такое слово. Я видела, что уже представительство Украины при Организации Объединенных Наций пытало как-то опровергнуть, да, эту информацию и такие настроения. Можно ли сказать, что такое мероприятие может каким-либо образом повлиять на позицию тех или иных стран, членов Европейского Союза в отношении России по той же санкционной политике за Крым? Насколько сейчас эта позиция солидарна? Я бы сказал, что позиция, во всяком случае, в Европейском Союзе относительно непризнания Крыма, она весьма... в общем, это консенсус, да, и здесь особо нет дискуссий. Я не вижу симптомов того, чтобы кто-либо в Брюсселе или в Европейском Союзе на официальном уровне серьезно был готов идти на признание российской аннексии Крыма. Ну и санкциям против России за аннексию Крыма также, по-видимому, ничего не угрожает. Ну и пока нам даже точно неизвестно, на каком уровне еще раз будут представительства стран на этом мероприятии. После того, как мы за ним понаблюдаем и посмотрим, как, даже если будут представительства разных стран Европейского Союза, после того, как можно будет посмотреть, как они себя там поведут и что они будут комментировать, только после этого можно будет делать какие-либо выводы. Пока что речь идет о том, что да, действительно, если страны примут приглашение, то это будет формальным нарушением этих guidelines, которые разработаны
в Брюсселе относительно поведения, относительно непризнания незаконной аннексии Крыма. Ну и, конечно, объяснение в любом случае со стороны как внешнеполитической службы Европейского Союза, так и из Парижа, из Берлина, из других сторон столиц, которые примут участие в мероприятии. Если, конечно, примут, да, послушать будет, ну, как минимум, любопытно, как они это объяснят. Спасибо. Григорий Жигалов, корреспондент украинской службы «Радио Свобода» в Брюсселе, был на связи с радио «Крым Реалии». Действительно, будем смотреть, как будет проходить это мероприятие. И вот у нас сейчас есть возможность узнать, возможно, немножко так приоткрыть занавес, да, того, что будет происходить со стороны России, со стороны Крыма в рамках этой видеоконференции. С нами на прямой телефонной связи Александр Молохов, глава Совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Я подозреваю, что вы можете как-то быть на том или ином уровне причастны к организации этого мероприятия. Так ли это? И можете нам рассказать немного, вот какие цели ставит перед собой Россия, организовывая такую видеоконференцию, чего от нее ожидать? Ну, причастны, это, конечно, звучит очень зловеще. Я, во-первых, сразу хочу сказать о том, что я внимательно слушал начало вот этой дискуссии. Мне очень жаль, что вот Рифат Ага, как бывший рижский архивист, мне кажется, не до конца дружит с исторической правдой. То есть вот он все время говорит одно и то же, как заезженная пластинка. Провокация, прислужники, не пускают мониторинговую миссию. И... Ну, понимаете, вот эти мероприятия, которые было 6 марта, 21 мая, сегодня, они имеют одинаковый статус, поэтому не прав ваш предыдущий собеседник, который говорит, что будет некое нарушение гайдлайнов, если кто-то примет участие в этом мероприятии. Смысл этого мероприятия – это наладить диалог конструктивный, не тот диалог, который сейчас имеет место быть с украинской стороной, а это диалог, в общем, слепого с глухим, к сожалению, а донести слово «правда» о Крыме. Если гора, в конце концов, не идет к Магомету, то Магомет вынужден идти к горе. И когда нам говорят, что не пускают никого в Крым мониторинговые миссии, ну а почему же забывают о миссии Штудмана? Штудман был в Крыму. Что сказал Штудман о том, что он увидел в Крыму своими глазами в 2015 году? Это очень неудобная тема для тех, кто, в общем, считает, что имела место некая там аннексия, оккупация, все в Крыму плачут, страдают. Это не так, и никто не собирается кого-либо не пускать. Все флаги в гости к нам, и проблем здесь нет никаких, чтобы мониторинговая миссия приехала в Крым. Александр, ну Это раз уж вы этой темы коснулись, я тогда сразу задам вам этот вопрос, и вы апеллируете к Рифату Чубарову, он уже с нами не на прямой телефонной связи, но вопрос по поводу работы международных наблюдателей, международных миссий. Вот смотрите, объясните тогда, пожалуйста, почему, согласно заявлением руководства миссии ООН по правам человека в Украине, после 2014 года, об этом заявляла предыдущий председатель мониторинговой миссии Фиона Фрейзер, она рассказывала о том, что после 2014 года несколько раз Управление Верховного комиссара ООН по правам человека направляло запросы на проведение мониторинговой миссии в Крыму, но Россия никак на эти запросы не реагировала. На каких условиях тогда миссия может работать в Крыму, если до сих пор в миссии разрешения на такую работу не получили? Проблем нет вообще никаких, и когда в прошлый раз эту тему обсуждали 6 марта, реагировал Полянский, и он сказал, что мы готовы даже билеты купить. Пожалуйста, покупайте билеты, Москва, далее Симферополь, приезжайте, наблюдайте, общайтесь. Вообще нет. Тут проблема в том, что кто хочет, он едет. Кто не хочет, он говорит, что его не пускают, понимаете? Ну, я предполагаю, что вопрос как раз в том, что через Москву в Крым представители Организации Объединенных Наций вряд ли поедут, учитывая статус Крыма. Если они реально хотят узнать, что происходит в Крыму, да они поедут через Копенгаген. Как угодно поедут, если они реально хотят. Ну, а через административную границу между Херсонской областью и Крымом могут они заехать для мониторинга в Крым? Если они будут соблюдать правила, установленные Российской Федерацией, безусловно, смогут проехать и там. Поняла. Вот а у меня тогда вопрос к вам по поводу того, кто будет сегодня в этой конференции участвовать, потому что вот мы цитировали уже сообщение РИА Новости, они приводили 4 фамилии, в частности, Анастасию Гритчину, Александра Макаря. Насколько исчерпывающий это список, почему вот эти люди были выбраны, вот что, ну вот, возможно, какие акценты они планируют на этой встрече расставить? Ну, я не могу, безусловно,
понимаете, вообще мне кажется, что не очень правильно будет рассказывать о том, что будет сейчас на данном этапе. Мне кажется, имеет это смысл комментировать после того, как мы все услышим. И весь сценарий я, собственно говоря, и не владею в полной мере этой информацией, и не хочу раскрывать до конца то, что мне известно. Но по какому принципу эти люди были приглашены, это понятно. Заместитель муфтия, представитель украинской общины, Эрвин Мусаев, молодой активный журналист, депутат, называть его прислужником, просто смешно. Макарь активный очень журналист, тоже со своей гражданской позиции, который принимал участие в различных, так сказать, уже площадках, там в Варшаве, я знаю, что он участвовал, выступал, было у него там определенные столкновения с украинской делегацией, которая даже средствами массовой информации размещалась. Проблема в том, что отличие от того мероприятия, которое, что могу сказать, которое состоялось 6 марта, а еще раз подчеркиваю, они равнозначны по своему статусу, заключается в том, что там представителям Крыма не дали слова. Здесь будет интерактивный диалог, я надеюсь, он, так сказать, не помешают нам никакие там хакеры, еще кто-то, и можно будет задать вопросы, и это будет действительно площадка для диалога. К сожалению, степень сейчас радикализации Украины такова, что не с кем разговаривать на Украине. Смотрите, что с бедным Гордоном стало. То есть всего лишь взял интервью у Поклонской. Потом А что с ним стало? Он был вчера на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского. Это понятно, но его эти, так сказать, испуганные комментарии, что я свой, я хороший, я сотрудничаю с СБУ. Я же ему еще год назад предлагал взять у меня интервью. Обращался давайте сделаем дебаты в Белоруссии, на белорусском телевидении, на казахском телевидении, в приднестровском, в конце концов, телевидении. Еще год назад я ему это предлагал. Но видите, он решил взять интервью Натальи Поклонской. Ради бога, пускай берет интервью у кого угодно, но я думаю, что сейчас уже, после того, что произошло, у него всякая охота пропала брать какое-то интервью у кого бы то ни было. Потому что радикалы, которых очень много, к сожалению, сейчас на Украине, они реально... посмотрите, что говорит тот же самый Муждабаев, и так далее и тому подобное. То есть очень сложно какой-то диалог налаживать, а его налаживать нужно. И в этом смысл, еще раз возвращаясь к вашему вопросу, этого мероприятия. Надо разговаривать. Поняла. И не вешать ярлыки, понимаете, и приезжать. Если интересует именно ситуация с правами человека в Крыму, приезжайте. И для настоящего правозащитника первичные права человека и проблемы реальных простых людей, а не то, под каким флагом, с каким паспортом он приедет в Крым. Поняла, но это ваша позиция. Спасибо вам большое за то, что вы к нам подключились. Это был Александр Молохов, глава Совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма. Я напомню, что мы в нашем эфире сегодня обсуждаем анонсируемую на сегодня на 22:00, если смотреть по крымскому времени, видеоконференцию на, скажем так, на площадке Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Россия инициировала такую видеовстречу с жителями аннексированного Крыма. Согласно сообщению РИА Новости от российского медиаресурса, в этой видеоконференции выступят на этой конференции 4 участника из Крыма. Это ведущий канала «Крым-24» Александр Макарь, российский депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев, заместитель главы пророссийского духовного управления мусульман Крыма Садулах Баиров и глава так называемой украинской общины Крыма Анастасия Гричина. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим. Вечернее шоу. Вы слушаете радио Крым Реалии. Елена Римовская работает для вас сегодня в нашей студии. Возвращаясь к тому, что пишут РИА Новости о сегодняшней предстоящей встрече, дело в том, что брали комментарии непосредственно у Анастасии Гричиной. Она раскрыла эту информацию по поводу участников. И, например, Анастасия Гричина сказала, что в своем выступлении планирует поднять тему, цитирую, «ущемления прав русскоговорящего населения в Украине». Такую тему планирует поднимать глава так называемой украинской общины Крыма Анастасия Гричина. К нам присоединяется по телефону спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко. Екатерина, добрый вечер. Доброго вечера. Была ли инициатива России сюрпризом для Министерства иностранных дел Украины, для украинской стороны, и пытались ли как-то повлиять на проведение этого мероприятия?
Ну, жодного сюрпризу для нас в цьому немає. Потрібно сказати, що до цього часу жоден захід кримський тематичний не закінчився для Росії добре. Для Росії це завжди має наслідком репутаційні втрати, іміджевий провал і черговий шквал критики і засуджень з боку міжнародної спільноти, оскільки всі ми розуміємо, що Росія продовжує окупацію, що ця країна має припинити порушення прав людини. І є всі підстави стверджувати, що і цей захід не стане винятком. Очевидно, що по голівці не погладять. Звичайно, що, можливо, новим буде те, що ми побачимо декілька нових облич так званих представників Криму, але всі ми звикли до того, що за цим званням представників Криму криються особи, які є ніким іншим, ніж гастролерами, чітко проінструктованими російськими спецслужбами, і вони намагатимуться вкотре повторити заїжджену платівку про те, що Крим процветает, а население є безмерно щасливым в умовах оккупации. Вот смотрите, российская сторона позиционирует это мероприятие как шанс для стран-членов Совбеза, Организации Объединенных Наций, узнать реальные факты о жизни в Крыму. Да, я думаю, вы слышали, да, я цитировала, какой вопрос планирует поднимать Анастасия Гритчина, это ущемление, по ее версии, прав русскоговорящего населения в Украине. Перед вами к нам подключался Александр Молохов, российский адвокат, который занимается, в частности, международно-правовыми вопросами сейчас в российском правительстве Крыма. Он сказал о том, что будут рассказывать о том, как обстоят дела в Крыму, и рассказывать о том, что в Крым могут все, кто хочет попасть, имеет на это мандат, могут попасть и промониторить ситуацию на полуострове. Будет ли, во-первых, Украина принимать участие в этой видеоконференции, и готова ли она отвечать на то, что прозвучит из Крыма? Українська сторона не братиме участь у цьому фарсі, але якщо вже коментувати ось те, про що щойно ви говорили, цікаво, що Росія намагається зараз розповісти нібито правду про об'єктивний стан справ на території півострова Крим. Натомість, попри запевнення російської сторони, продовжує блокувати безперешкодний доступ міжнародних моніторованих місій. До речі, в тому числі і управління Верховного комісара ООН з прав людини. Тобто для того, щоб показати правду, напевно, потрібно дати можливість незалежним спостерігачам здійснити моніторинг і поговорити з людьми, не спеціально запрошеними російською стороною, а тими, хто дійсно зараз бачить реальний стан справ на півострові. А реальний стан справ такий, що черговий примусовий призов до окупаційної армії Російської Федерації відбувся. Березневий указ російського президента, який забороняє українським громадянам володіти землею в Криму, всі ми побачили. Ми бачимо, що в порушення наказу Міжнародного суду ООН Росія продовжує блокувати діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу. Попри резолюції Генеральної асамблеї ООН, Емін Усейн Куку та багато інших залишаються за ґратами. Ми, до речі, буквально нещодавно стали свідками того, як російський суд просто цинічно відмовив апеляції адвокатам Мемеделінова, відомого блогера. Це все люди, які створюють дійсно небезпеку для російської оккупационной влады, оскільки не боятся говорить правду. Вони, в принципе, не боятся, и в чем их сила. Но у меня в этой связи к вам вопрос. А почему тогда украинская сторона решила не принимать участие в этом мероприятии и не озвучить все то, в частности, что и вы только что сказали? А все те, що ми намагаємось донести до міжнародної спільноти, ми робимо фактично на щоденній основі. І я нагадаю вам, що буквально на початку березня такий самий формат, таке ж засідання за формулою Арія відбулося за ініціативи української сторони та її міжнародних партнерів. Судячи з усього, після того, як Росія отримала шалений шквал критики, на цьому засіданні вона й досі не може оговтатися. І за те, що ми побачимо сьогодні, ці ініціативи російські, означають, що Росія просто продовжує грати у заздалегідь програшну для неї гру у пропаганду. Тому що всі розуміють, яким є реальний стан справ попри блокування Росії моніторингових механізмів. Всі розуміють, що довіри до російських слів і так званих кримських представників немає. Натомість є чітка необхідність продовжувати політичний тиск на цю державу для того, щоб припинити окупацію, для того, щоб вона відновила права людини на тимчасово окупованому півострові.
Все це є тими питаннями, за якими стоять людські долі, за якими стоять життя. І, звичайно, ми і наші партнери продовжуватимуть це робити. І я впевнена, що і цей захід, який є, в принципі, неформальним засіданням в форматі відеоконференції, і багато інших, вкотре доводитимуть, що Росія просто пробує робити гарну міну при поганій грі, і їй це не вдасться. Поняла ваше мнение. Спасибо большое. Это была Екатерина Зеленко, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины. Рассказала нам Екатерина Зеленко о том, что украинская сторона не планирует принимать участие в сегодняшнем мероприятии. Напомню, сегодня в нашем эфире говорим о том, что на 22:00 по крымскому времени Россия анонсирует проведение неформальной видеоконференции с жителями аннексированного Крыма. Вот уже есть предварительный список тех, кто будет участвовать в этой видеоконференции. Там и представитель так называемой украинской общины Крыма, и ведущий телеканала «Крым-24», и, например, представитель от пророссийского духовного управления мусульман Крыма, то есть тот ДУМ, который существует в Крыму после 2014 года. К нам по телефону присоединяется Дарья Свиридова, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Дарья, добрый вечер. Добрый вечер. Вот как вы оцениваете, решение украинской стороны не принимать участие в этом мероприятии? Не будет ли это, каким-то образом, не подорвет ли это позицию Украины, возможно, в глазах вот тех международных партнеров, чьи страны будут представлены на этом мероприятии? Я думаю, що в цьому питанні нам варто покладатися на наших дипломатів. Мені здається, ту війну на дипломатичному фронті, яку веде сьогодні МЗС, в тому числі ми з ними щоденно на зв'язку і направляємо їм актуальну інформацію по Криму. Її варто оцінити, я думаю, гідно, і мені здається, вони розуміють, що роблять, і відчувають, де варто приймати участь, а де ні. Мені здається, в цьому пропагандистській театральній виставі, яку влаштовує Російська Федерація, не варто приймати участь. І просто, скажімо так, будь-які наші спроби пояснювати ті пропагандистські тези, які будуть там звучати, я майже в цьому впевнена. Це просто брати участь, в цій виставі театральній. Мені здається, тут ще важливо, розуміти, що чому це пропагандистська вистава, бо таких декілька, на мій погляд, важливих чинників. По-перше, я звернула увагу на дату, яка обрана. Сьогодні це буде 21 травня. І насправді саме в цей день, 2 роки тому, був, наприклад, арештований і досі перебуває в полоні один з відомих кримських правозахисників і представників громадськості, координатор Кримської солідарності Сербер Мустафаєв. І знаєте, на фоні того, як вони виставляють представників громадянського суспільства і ЗМІ Криму, як це позиціонується, це дуже цинічно виглядає в той час, коли десятки реальних активістів і правозахисників сьогодні перебувають в полоні, переслідували саме за те, що вони виступали або проти репресії окупаційної влади, або за відновлення територіальної цілісності України. І самі спікери, які були підібрані, по факту це ж відображає основні теми і ключові групи людей, які переслідуються системно ці 6 років окупаційною владою. Це зафіксовано в чисельних резолюціях. Росія це знає, саме тому таких акторів виставляє сьогодні на Заході. Це фактично буде вона відбиватись від чисельних встановлених фактів переслідувань кримських татар, українців, активістів і журналістів. Бо саме ці категорії піддаються найбільшому, можливо, тиску і переслідуванням з боку окупаційної влади. І, безумовно, це буде шоу для того, щоб показати, що а в цьому так, а в Росії все хорошо і в Криму все хорошо. Мені здається, це просто шоу, на яке ми маємо доволі чіткі дипломатичні аргументи, доволі чіткі правові аргументи. І вони зафіксовані сьогодні як в політичних резолюціях, так і в правових документах
в тому числі з судових інстанцій. Да? І мені здається, нам важливо оперувати не пропагандистськими лозунгами, а саме документами, правовими та дипломатичними позиціями. Накануне на своей пресс-конференции президент Владимир Зеленский сказал о том, что он постоянно обсуждает вопрос Крыма с своими, с международными партнерами Украины. И сказал он следующее, цитирую: «И США, и Канада, и большинство стран Евросоюза все понимают эту санкционную политику и твердят о том, что пока Крым не вернется, санкции не будут сняты». У меня к вам, Дарья, буквально такой, короткий вопрос, но все же. Вот мероприятие по типу того, которое планирует сегодня Россия проводить, этой видеоконференции, может ли быть такое, что что все озвученное там может как-то повлиять на солидарность международного сообщества по вопросу той же санкционной политики, о которой упоминал президент Владимир Зеленский? Безумовно, і ми безпосередньо в представництві відслідковуємо подібні заходи. Да, вони ж проводяться в тому числі дуже активно, намагаються проводити їх і затягувати так звані міжнародні заходи і в сам Крим. І ми як представництво доволі чітко відслідковуємо такі заходи, учасників таких заходів. І ті тези, доволі часто, які містять і мову ворожнечі, і відверту брехню, ми все це відслідковуємо і направляємо цю інформацію як до правоохоронних органів, так і до МЗС з метою протидії подібним заходам і вжиття відповідних заходів на реагування. Це мова може йти і про наші національні обмежувальні заходи, але й безумовно ми по окремому треку в співпраці дуже тісній з МЗС працюємо з нашими міжнародними партнерами постійно щодо осіб, які залучаються до таких заходів або є ініціаторами, або загалом своїми діями запроваджують таку системну політику викривлення реальності, яка відбувається в Криму, і пропаганди і політики так званої визнання незаконної анексії. Тобто, безумовно, ми постійно тримаємо руку на пульсі і вживаємо відповідних заходів у партнерстві з іншими органами влади України. Спасибо большое. Это была Дарья Свиридова, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Я отмечу, что на сегодня анонсирует российская сторона видеоконференцию с представителями Крыма. Уже появился список тех людей, которые, вероятно, примут участие в этом мероприятии. Это, например, ведущий канала «Крым-24» Александр Макарий или же глава так называемой украинской общины Крыма Анастасия Гричина. Но эти люди, которые будут участвовать в этой видеоконференции, они могут озвучить свою позицию, реакцию на некоторые комментарии в их адрес непосредственно даже в эфире радио Крым Реалии, поскольку завтра утром мой коллега Сергей Макрушин будет подводить итоги этого мероприятия. Сегодня будем мы смотреть, что будет сказано, что прозвучит. Поэтому, если будет желание, то, пожалуйста, выйдите на связь с радио Крым Реалии. Мы же будем следить, возможно, где-то в открытых источниках эта позиция появится, и будем слушать, что будет заявлено на этом мероприятии. Напомню, что это мероприятие позиционируется как неформальная видеоконференция с жителями Крыма, и российская сторона настаивает на том, что таким образом члены страны-участницы Совета Безопасности ООН смогут, цитирую, узнать реальные факты о жизни в Крыму. И представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко сказала нам о том, что Украина не планирует свое участие в сегодняшнем мероприятии, поскольку воспринимает его как, и процитирую, наверное, ее такое пропагандистское мероприятие. И, как нам сказала Екатерина Зеленко и Дарья Свиридова, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, что украинская сторона, она держит руку на пульсе подобных мероприятий и регулярно информирует международных партнеров по поводу ситуации в аннексированном Крыму. Поэтому считает украинская сторона, что ее позиция по вопросу и Крыма, и того, что происходит в Крыму, она понятна и известна. Мы следим мы за этой ситуацией, поэтому вы сможете мы будем следить за ситуацией в прямом эфире, вы можете заходить на сайт Крым Реалии поздно вечером, сегодня смотреть все новости с этого мероприятия. А к нам подключается в эфир бывший пресс-секретарь представительства Европейского Союза в Украине, а теперь старший аналитик Центра политики безопасности и европейских ценностей в Праге Давид Стулик. Давид, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот исходя из вашего опыта дипломатической работы, насколько проинформированы о ситуации в Крыму после 2014 года представители стран-участниц Совбеза ООН, ну, среди этих стран-участниц есть и страны Европейского Союза, и достаточно ли была работа Украины на этом направлении в плане того, вот, чтобы участники этой видеоконференции понимали, что действительно происходит в Крыму и насколько это соответствует тому, что на таком мероприятии прозвучит? Я думаю, что никто из демократических стран, западных стран не имеет сомнений, что происходит в Крыму. Об этом, например, свидетельствуют уже принятые резолюции на общем собрании ООН, которые ежегодно осуждают действия России в Крыму, нарушение прав человека, нарушение прав крымских татар. Поэтому тот, почти цивилизованный мир знает, какая там есть ситуация. И тоже в то же самое время мы понимаем, почему Россия старается делать вот такие неформальные встречи, неформальные видеомосты. Мы понимаем, что это часть их стратегии, показать свою точку зрения. Но я думаю, тут эти усилия не достигнут тех целей, которые хочет Россия. А как вы считаете, вот лично ваша оценка, насколько правильным шагом со стороны Украины является то, что Украина решила в этом мероприятии не участвовать? Я думаю, это, с моей точки зрения, правильное решение. Иначе получилась бы такая легитимизация того, что Россия хочет навязать другим. Тут должна быть с самого начала принципиальная позиция. Это непризнанные власти в Крыму. Есть российская оккупация, поэтому нельзя вступать в диалог с этими учреждениями, с представителями, с этими органами власти. Иначе вы им надаете легитимизацию, вы их признаете. Поэтому я считаю это решение правильным. Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Давид Стулик, старший аналитик Центра политики безопасности и европейских ценностей из Праги, был с нами на прямой телефонной связи. Напомню, сегодня в эфире радио Крым Реалии говорили мы о том, что сегодня поздно вечером в 22:00 должна состояться неформальная видеоконференция с жителями Крыма. Так это мероприятие позиционирует российская сторона, которая выступила инициатором. Со стороны Украины сказали, что не будет участников, имеется в виду официальных властей Украины. Напомню, что сайт Крым Реалии будет следить за этим мероприятием, будет публиковать новости, заявления с этого мероприятия. Я так подозреваю, в любом случае завтра в утреннем эфире Сергей Макрушин обсудит с нашими гостями и с вами, наши слушатели, то, что произойдет в рамках этой видеоконференции. Я же, Елена Римовская, с вами прощаюсь.